Привет, друзья! Вы находитесь на канале Конь Рыбак, а я нахожусь на реке Сойва. И у нас сегодня опять по плану День живца. Последний раз мы здесь были в конце декабря. Здесь у меня 4 маленькие, но мы их проверим потом. Пока по плану у нас сходить вон туда, на правый берег. Следы есть. Аккуратненько пройдем. Надеюсь, лед уже покрепче. Да и следы есть, уже не так страшно. Попробуем порыбачить на удочку, а ближе к вечеру проверим свои ловушки, так как у меня уже запас живцов закончился. А завтра пойдем проверять палки на налиму, остатки палок. А сейчас посмотрим, будет ли клевать на удочку. Есть окунь, есть еж, есть хариус. Посмотрим, кто попадет, кто наш. Ну вот, благополучно перебрались на правый берег. Отдолбил старые лунки. Кто-то вчера или позавчера здесь рыбачил, скорее всего, вчера. Сегодня было ночью минус 20, подмерзли они. Ну и как всегда, начинаю рыбалку я своей любимой блесенки. Посмотрим. Посмотрим, что она нам сегодня скажет. Если окунь есть, если окунь хочет кушать, то эту блесенку все не пропустят мимо. Так, глубину нашли. Вон. Окуня нет, но пошла клевать малявка. Крупная, как раз на живца. Так, набираем ведро воды. Ну, что делать? Половим малька. А что же еще нам остается делать? Мы сюда-то пришли зачем? За мальками. Так что, за живцами. Так что будем ловить живцов. Живчиков наших. А там смотришь, и окуню. Подтянется. Ну вот, на пустой тройник что-то не сильно хотели клевать. Насадил на один крючок опарыша, и процесс пошел. Он 3 малька уже поймал. Вот кого я поймал, друзья. Товарищ бычок. Пучеглазый. Значит, вода здесь чистая. Вот она какая. Рыба золотая. Ну и страходельный-то, а. Ну ты даешь. Так, ты мне не нужен. Иди гуляй. Клев прекратился. Я с блесны перешел на маленькую мормышку. Но от этого что-то лучше не стало. Он бычок только дернул, и все. И пока тишина. Солнце садится уже. Вечерняя зорька, можно так сказать. Посмотрим, если нет, так проверим ловушки и домой. Так, друзья, нашел ершей. Он поймал второго ерша уже. Это, в принципе, хорошо. Только вопрос, как их вести. Они же в своих соплях очень хорошо задыхаются.
Ладно, посмотрим. Может, они клевать-то долго не будут. А так в ерши даже были очень кстати. Ну, мелковат ерш, но ерш. Попробуем на ерше насадить сегодня, если успею. Не так завтра. Может, на ерша покрупнее налим клюнет. Так, решил опять на блесну. На мормышку малек дергает, а попадать не попадает. Попробуем. Надо уже скоро будет сворачиваться. На улице темнеет. Так, дно нашли. Ну, на блесну удобнее. Просто подтекать. Тяжелая. Тонет быстрее. Процесс пошел. На мормышку дергаешь без толку. Хорошо, малек крупный. Иди, иди. Сколько мы поймали? Один окушок, 4 ерша, остальное все мальки. Окуня мы не нашли. Ерши тоже клевать не хотят пока. Ну ладно. Малек тоже прикольная наживка. Малька едят все. О, за брюхо подцепил. Я думал, рыба покрупнее. Боком пошла. Ушел. Живчик. Прохладно рукам-то. Ну, вчера поставил 2 жерлицы на печоре. Надо посмотреть, есть щука, нет. Если попадет, можно будет
как-нибудь в теплую погоду. Еще добавить. Оп, куда ты, куда пошел? Ты же замерзнешь. Опа. Это было что-то. Это была рыба покрупнее по-любому. Это был не малек. Или окушок. Или я не знаю кто. Вот такой вес хороший был. Да, жалко. Рыба-то тут валом всякой. Просто она брать не хочет. Во-первых, здесь вода прозрачная, чистая. Во-вторых, наверное, кормовая база хорошая. Жрачки море всякой. Вот они выеживаются, не берут. Тут в лунку глянешь, бывает, рыба стоит стеной. Рюза, окуня, ерши. Но не всегда берут. Берут или на рассвете, или наоборот в сумерках. Но хорюшки здесь мелкие, не люблю я здесь их ловить. Народ специально приходит за ними. А мне такой хариус не прикалывает. Ну что это такое? 20 сантиметров даже нет. Это разве хариус? Жиганчика ловит. Ладно, в перелове там попадет один-два. А так специально, чтобы ехать за ними сюда. Зато малек здесь жирный. Иди, плавай. Так, ладно, хватит, наверное. Не хотят, как хотят. Пойдем майна долбить. У меня уже вон руки закоченели. Окунь не клюет. Ёрш не клюет. А малька я и там поймаю. Все, хорош. Да, вы не поверите, но лед вон я только пробил его. Двадцать, 40, 60, около 70 сантиметров. Ого-го. Видать, без снега замерзла майна. Так мне до ночи придется ее долбить. А что делать? Надо так надо. Махом согрелся. Так что самая лучшая одежда — это вон пешня. Начнешь замерзать, взял в руки пешню или бур, пошел долбить, махом согреешься. Фу, ну вот ты наконец победил. Кое-как достал. Что мы имеем? Вот такой вот здоровый один бычок. Вон какой он здоровенный. Бычище. О, иди плавай, друг.
А здесь у нас что? Окушок. Малек. Два малька и окушок. Как много-то, а? Фу. Здесь тоже замерзло. Смотрите. Одну палку отдолбил. Вторую опять сломали. Ну вот кому это надо, а? Вон, видно. Вторая палка там торчит. Вот мои баночки. Мальков пока не видать. Сейчас одолбим, посмотрим дальше. Вот, друзья, отдолбил майну. Сломанную палку свою. Вот мои ловушки. Вода упала, стало мелко. Вон малек приближается. Значит, он здесь, получается, есть. Не знаю, что в ловушках. Ага, тут место такое. Мелко, мелко, мелко. А тут как бы ямка. И там мелко. Дохлый малек там лежит. Подохли, не подохли. Сейчас глянем. 3 живых малька, 3 дохлых. Да. Надо чаще проверять. Тигровкам. Что у нас? Вот эти мне. Хо-хо, налимчик. Иди гуляй, дурачок. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. О, малек-то здоровый какой. 12, 12, 13, 16, 17. Еще тухлятина. 18. Надо просто чаще проверять. Ну, 2 малявки. Худые уже. Бедолаги. Вон еще 3. Фу. Запах. О, какие здоровые. Куда пошел? Куда пошел? О. Нормально. Наживиться хватит. Опа! Еще один налим.
на лиму-то как сюда. Думает, наверное, о, повезло-то, а. Иди, дурачок, расти. Думает, о, еды-то сколько. Кто-то в комментариях мне посоветовал вместо комбикорма свиную печень в банке положить. Вот сегодня мы это и посмотрим. Я взял свиную печень, порезал ее. Вот она. Сегодня будем насаживать на свиную печень. Свиная печень. Свиная печень. Так. Смотрим. Что у нас залезет на свиную печень. Так, что с вами-то быть, сломанные палки? Шуровать туда, за палкой, за той. Ну, уроды, а. Ладно, сейчас схожу туда. Печень как печень. Пахнет печенью. У меня еще одна банка свеженькая есть. Вон какую баночку еще сделал. Тоже, пожалуй, закину на верхненькое. Послезавтра. Или завтра даже приду. Все, наверное, что. Живцов сегодня мы поймали немножко. Эти банки забираем домой. Эти закидываем. Все, пока. До встречи на реке.